ну, вот выпьет Ленин, он был очень злой. Он однажды выпил, говорят, и сказал, Сталин был молодой еще, ну, ты, осетин, пляши. И тот стал плясать. После чего у него он плясали. сделал такое же с Хрущевым. Угу. Или Микояну подкладывал торт. В общем, вот. Так что началось это раньше. Дедовщина. Да. Я не знаю, где начались раньше концлагеря, у нас или в Германии. Не знаю. Надо проверить. Или уже о Сталине. Я знаю, что когда судьба вас забросила в Грозный, вы играли там роль Сталина. И вы сказали однажды, я был похож на Сталина больше самого Сталина. Ну, не то, что я был молодой. Да, грим был замечательный. Вы знаете, когда я первый раз вышел, я держал трубку, а одна рука у него немножко больная. И двое рабочих сцены открывали двери. Когда я вышел, я думал, что это выстрел из всех орудий. А там деревянные сиденья в театре имени Лермонтова в Чечено-Ингушетии. Это все встали. Я растерялся, потому что овациям не было конца. Те, кого он высылал? Да, да. Фантастика. Да, люди, которых он высылал. Чеченцы же пострадали тоже очень сильно. Конечно, ингуши. Ингуши, осетины. Осетины, не знаю, он же сам был осетин. Кабардинцы. Не любил говорить, что он осетин, а грузин. Он осетин. Но не в этом дело, в конце концов. Ну... Лет ваша семья так пострадала от Сталина, вы пострадали, жизнь была искорежена. Сегодня в России, да и не только в России, опять Сталина поднимают на щит, несут его портреты, приклеивают к лобовым стеклам автомобилей и так далее. Ваше отношение к Сталину сегодня? Негативное, крайне негативное, явный параноик. Может быть, объясняется тем, что это с женой его произошло. То ли он убил, то ли она себя убила. Но оправдания нет. Но хитер, сам не подписывал. Заставлял Молотов, Ворошилов, по кругу. Каганович, все должны подписать. Так что страшный человек. Страшный человек. Я никогда не прощу советской власти. Хотя она